Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, какой приговор вынес суд 20-летней учительнице, 10 раз всадившей нож в своего 17-летнего возлюбленного. И как она спустя время оценивает произошедшее. Мне, конечно же, безумно обидно после всего, что я для него сделала. В конце концов, моя семья сделала для него намного больше, чем его родители для него за всю его жизнь. Покажем, что и чем ловил мужчина в Нижнекамском водохранилище. Данные раколовки находились в 4 в акватории Нижнекамского водохранилища. А также задержание неподчинившегося водителя в Юдино. Право прижимайте, 299. И задержание водителя с наркотиками на посту полиции. Это и не только прямо сейчас. Сегодня Тукаевский суд огласил приговор 20-летней Татьяне Артемьевой. Девушку обвиняли в попытке убийства своего 17-летнего возлюбленного. Поводом стало желание молодого человека расстаться. Сегодня же она сказала последнее слово, полностью признала вину и раскаялась в содеянном еще раньше. Какой приговор вынес суд, расскажет Вероника Гайнудинова. Прошу дать мне условное заключение, потому что требуется уход за отцом, и за 4 месяца накопить долги, также другие кредиты. И также прошу прощения еще раз за содеянное. Последнее слово 20-летней Татьяны Артемьевой было коротким. Девушка просила прощения и не слишком строгого наказания. Во время перерыва перед оглашением вердикта она уверяла, у нее не было желания убивать возлюбленного. Говорит, пришла к Артемию с добром, но не знает, что с ней произошло. Когда молодой человек заговорил о разрыве отношений, у Артемия потом насчитали 10 ножевых ранений. Он уверен, что жив остался только благодаря тому, что на крики вышел отец и вызвал скорую помощь. После совершения преступления я бы, возможно, простил ее, если бы она хотя бы вызвала скорую медицинскую помощь. Или хотя бы держала раны. Я бы еще задумался над этим. Но то, что она стояла, смотрела, потом убежала и себе еще нанесла, я никак не могу это простить. Пока Татьяна находилась под домашним арестом, она своими руками сделала для Артемия несколько подарков в качестве извинений. Передала их через свою сестру. Попросить прощения лично могла только на заседаниях суда. Я связала ему шарф, который он так долго у меня просил, и сделала альбом из наших фотографий. По-другому я не могла перед ним извиниться, я не могла с ним общаться, писать ему сообщения. Мне, конечно же, безумно обидно после всего, что я для него сделала. В конце концов, моя семья сделала для него намного больше, чем его родители для него за всю его жизнь. Сам пострадавший говорит, больно от одной мысли, что некогда любимый человек может хотеть его смерти. И подарков от бывшей девушки он не принял. Передал их в детский дом. Впрочем, теплые вещи пригодятся ей самой. Домой девушка вернется еще не скоро. Суд признал ее виновной и приговорил к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Для Татьяны Артемьевой это было ударом. Считаем, что состоявшееся судебное решение является законным и обоснованным. При вынесении решения судом всем имеющимся доказательствам дана надлежащая оценка. При назначении наказания судом учтено наличие в достаточной степени наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств. Приговор в законную силу еще не вступил. У сторон есть 10 дней для его обжалования. Вероника Гайнудинова, Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Вызов 112. Свободы может лишиться мужчина за ловлю речных обитателей с нарушением закона. Автомобиль, за рулем которого он ехал, остановили сотрудники линейного управления МВД на транспорте. Полиция вместе с Росрыболовством как раз выявляла браконьеров. В автомобильном прицепе у мужчины была моторная лодка и несколько десятков полных раколовок. Начинаем подсчет раколов. 34, 35, 36. 37 раколовок, каждая в длину несколько метров. Такой улов ожидал сотрудников линейного управления на транспорте и инспекторов Росрыболовства в прицепе остановленной ими машины. Они как раз выявляли браконьеров. Был специальный рейд в районе деревни Биюрган. Это акватория Нижнекамского водохранилища. Добычей мужчины стали 532 речных рака. Ущерб природе, как подсчитали специалисты, составил 61 180 рублей. То есть каждого рака оценили в 115 рублей. Данные раколовки находились в акватории Нижнекамского водохранилища в 4 различных точках с связками по 10, по 8,
и 9 штук. Помимо непосредственно незаконных орудий лова, в прицепе была лодка с мотором, ведра и обычная удочка. Все это изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Она предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или реальное лишение свободы на срок до 2 лет. Тагир Валиди, вызов 112. 9-летняя девочка пострадала в результате аварии на Танковом кольце. Там водитель «Опеля» стал съезжать с кольцевого перекрестка на Оренбургский тракт, но при этом заблаговременно не перестроился на правую полосу. И во время маневра оказался на пути КАМАЗа, который двигался по кругу справа от иномарки. Удар пришелся в заднюю правую дверь «Опеля». Именно там и сидела девочка. Она была пристегнута ремнями безопасности. В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летняя пассажирка автомобиля «Опель» получила травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи отпущена из медицинского учреждения. Точно по той же причине на перекрестке улиц Горького и Гоголя столкнулись две иномарки – «Рено Логан» и «Лифан». Оба автомобиля двигались по Горького, «Рено» по среднему ряду, «Лифан» слева. 65-летний водитель французской иномарки стал поворачивать налево, не перестроившись в крайний левый ряд. Тем самым просто перегородил дорогу водителю китайского автомобиля. Повернуть водитель «Рено» так и не смог. После столкновения с «Лифаном» его отбросило обратно, а «Лифан», протаранив бок «Рено», врезался в столб ограждения проезжей части. Он и остановил автомобиль. Секции забора тут уже давно снесены. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лифан» получил травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи отпущен из медицинского учреждения. Водитель «Мерседеса» не подчинился требованию автоинспекторов об остановке. Иномарка ехала по улице Железнодорожников в поселке Юдино, где ее и попытались остановить автоинспекторы для проверки документов у мужчины, сидящего за рулем. Однако он предпочел посильнее нажать на газ и хотел скрыться от преследования. Чем все это завершилось, видела Айгуль Бадрудинова. Право прижимайся, 299. За несколько секунд до этого водитель «Мерседеса» на улице Железнодорожников не остановился по требованию автоинспектора. Он лишь сильнее нажал на газ, думая скрыться. В надежде уйти от преследования узкими проездами он свернул во дворы на улице Ильича и тут понял, что это была ошибка. Проезд действительно узкий, а навстречу двигался автомобиль. Разъехаться, тем более быстро, невозможно. Сзади уже стояли автоинспекторы. С момента неподчинения требованию сотрудника ГИБДД до задержания он смог проехать около 500 метров. За рулем автомобиля находился 36-летний житель Казани с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина пытался скрыться, но был сразу же задержан и доставлен в отдел полиции. Автомобиль помещен на специальную стоянку. Сейчас мужчине предстоит ответить за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Это штраф от 500 до 800 рублей. Неповиновение полицейскому – тут штраф до 2000 или арест до 15 суток. А также заплатить 30 тысяч рублей штрафа и лишиться водительских прав до 2 лет за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Айгуль Бадрудинова, вызов 112. Без малого килограмм синтетических наркотиков обнаружили автоинспекторы в автомобиле, остановленном на трассе М7. За рулем был 27-летний житель Великого Новгорода. При проверке документов он сильно нервничал. Это и стало поводом для более тщательного досмотра и самого водителя, и автомобиля. Позже, когда в багажнике «Фольксвагена» под запасным колесом автоинспекторы нашли 2 черных полимерных пакета с неизвестным веществом, молодой человек признался, это наркотики. Экспертиза подтвердила, синтетиков почти килограмм. Водителя тут же задержали. На допросе он рассказал, всего несколько дней назад устроился на новую работу в интернет-магазин курьером-распространителем. Не устоял перед предложением быстрого легкого заработка. По указанию куратора мужчина забрал наркотики в Лесном Осиньеве в Тверской области в тайниковой закладке. Координаты ему пришли посредством одного из мессенджеров. Запрещенное вещество он должен был доставить в набережные Челны для последующего сбыта. До Челнов не доехал. Вместо сооружения тайников с закладками в Автограде отправился в следственный изолятор. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Объем найденных у него наркотиков был признан особо крупным. И теперь молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. Светлана Кадырова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.